бунт в команде Трампа, новая угроза для мира из Азии и удар в спину от Варшавы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Россия зондирует оборону под Харьковом. Прелюдия к штурму или отвлекающий маневр? Твой телефон уже под контролем. Как белорусские спецслужбы следят за каждым твоим шагом? Откуда растут руки у вице-президента США? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Громкий внутренний конфликт в команде Трампа. Советники жмут на тормоза, пока президент США разглядывает мирные сигналы из Кремля. The Wall Street Journal пишет, что ближайшее окружение Трампа прямо говорит: Путин тянет время и не собирается реально заканчивать войну. Все, что он хочет, это закрепить захваченные территории и вытянуть уступки с помощью переговоров. Госсекретарь Марко Рубио и посланник по Украине Кит Келлог жестко настроены. Они настаивают, что Трамп не должен идти на уступки Москве, особенно по земле. Но сам Трамп, по их словам, хочет хотя бы частичного перемирия. Почему? Чтобы расчистить дорогу к потеплению отношений с Кремлем. Трамп надеется частично остановить войну в Украине, чтобы устранить серьезное препятствие для широкого сближения с Кремлем. Порой он выглядел нетерпеливым в отношении Путина, но не выполнил свои угрозы ввести новые санкции против российского экспорта нефти. Вот только Путин, судя по всему, сам играть в мир не спешит. Россия проигнорировала предложение Трампа о прекращении огня и аккуратно съехала даже с идеей временной паузы в боевых действиях. Все это на фоне свежего удара баллистической ракетой под Сумом. 34 погибших, свыше 100 раненых. Сам Трамп, видимо, очень сильно уверовал в невинность Москвы, что даже обвинил Зеленского в нападении на Россию. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что президент Украины предложил купить у США ракеты, если они не хотят передавать их бесплатно. Он всегда стремится приобрести ракеты. Вы знаете, он против. Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете выиграть, верно? Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет. Это жесткий, по сути, обвинительный выпад в сторону Киева прямо между строк. Зеленский сам виноват, а США не обязаны постоянно его вытаскивать. Трамп также не упустил случая напомнить, именно при нем Украина получила джавелины, которые сыграли ключевую роль в начале войны, и добавил, что если бы он был у власти, никакой бы войны вообще не было. Обвинил всех подряд, и Байдена, и Зеленского. Неожиданный поворот. После секретной встречи с Путиным американский спецпредставитель Стив Уитков сделал громкое заявление: ключ к миру в Украине — это 5 территорий. Какие именно, он не сказал, но по тональности все ясно, речь может идти о захваченных регионах. Дурное дело нехитрое. Переговоры с российским диктатором Уитков назвал убедительными. По его словам, Путин лично попросил его помочь обеспечить постоянный мир. Но вот в чем загвоздка: мир только если Украина отдаст часть своих земель, так получается. Похоже, именно на это намекает Москва, прикрываясь туманной формулировкой про территории. Это мирное соглашение касается так называемых 5 территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО. Много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами. Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень-очень важного для мира в целом. Все это происходило на фоне закрытой встречи Уиткофа с Кириллом Дмитриевым, российским чиновником, отвечающим за инвестиции, как минимум инвестиции в Арктику, то есть война войной, а бизнес по расписанию. Что на самом деле скрывается за переговорами США и Кремля? Пойдут ли Штаты на сделку с агрессором ради мира и новых возможностей? И может ли стать это началом перелома или сдачи позиций? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях под этим видео. Это правда очень важно. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Варшава хочет торговать помощью Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня дал понять, что правила игры меняются. Польша разворачивается к собственной экономике. Приоритет польским компаниям.
Będziemy pomagać. Мы поможем. Польша — это солидарность. Мы символ солидарности, но никогда больше не будет так наивно, что Польша будет солидарна, а другие будут делать деньги, например, на восстановление Украины. Мы будем солидарны, мы будем зарабатывать на этом деньги, и мы будем жестко защищать наши интересы и интересы польских компаний. Polskich firm. Пришло время реполонизировать экономику, говорит Туск, а это значит меньше зависимости от иностранного капитала, больше поддержки национального бизнеса и, возможно, новые ограничения для зарубежных игроков на польском рынке. На Харьковском направлении снова активизировались российские войска, но не идут в лобовую. Вместо этого они осторожно прощупывают оборону, малыми группами заходят в серую зону, пытаются зацепиться за новые позиции у села Сотницкий Казачок. Это не масштабное наступление, но явный сигнал: враг ищет слабые места, чтобы потом ударить точнее и жестче. Военные с передовой говорят, это подготовка медленная, осторожная, но системная. Все чаще фиксируются попытки занять тактические выгодные участки втихаря, без шума и пыли, но с расчетом на будущее продвижение. Ну, тут не только вот эти вот фронтальные атаки, прощупывание обороны, просачивание этих небольших групп, об этом свидетельствует и очень сильное давление на Лиманском направлении. То есть Лиман — это со стороны Луганской области, с юга Харьковской области они пытаются зайти, но если они там смогут пройти, это по сути означает заход в тыл тем, кто обороняет Харьковскую область. Однозначно можно сказать, что лето будет тяжелое. То есть враг готовится не к какому-то там прекращению огня, к перемирию, к миру, он готовится к тому, чтобы продолжать наступать на Украину. Ранее в силах обороны Украины официально подтвердили, что Россия уже начала наступательные действия в Харьковской области. Количество боев по всем основным направлениям резко выросло. Особенно горячо под Волчанском и Липцами. Именно эти направления называют наиболее угрожающими. И вот в чем опасность: атаки малыми группами могут показаться не страшными. Но именно так Россия действует перед серьезными штурмами. Подползает ближе, закрепляется, подтягивает технику, а потом обрушивает артиллерию и наступает крупными силами. Новый мощный альянс в Азии. Речь идет о строительстве социалистического фронта, который будет тесно сотрудничать в экономике, политике и, возможно, в вопросах безопасности. И это прямой сигнал Западу, особенно на фоне охлаждения отношений США с Вьетнамом и конфронтации с Китаем. Перед лицом нынешней меняющейся и неспокойной международной ситуации Китай и Вьетнам придерживаются мира и развития и углубляют дружеское сотрудничество, что приносит миру драгоценную стабильность и уверенность. После Вьетнама Си отправляется с визитами в Малайзию и Камбоджу. Пекин активно укрепляет позиции в Юго-Восточной Азии, выстраивая альтернативу с Западным альянсом. А как вы думаете, НАТО стоит о чем-то переживать или уже запереживало? Пишите свои комментарии под этим видео обязательно. Большой атомный контракт. Казахстан начал поставки урана в Чехию. Государственная компания «Казатомпром» договорилась с чешским энергетическим гигантом. Теперь топливо с казахстанских месторождений будет использоваться на одной из ключевых АЭС Европы. Соглашение рассчитано на 7 лет, и за это время Казахстан обеспечит треть всего урана, который используют на АЭС в Темелине. Это главный источник электричества в Чехии. Казатомпром продолжает расширять присутствие в Европе и укреплять свою стратегию диверсификации портфеля продаж. Это еще одна важная веха на нашем пути к тому, чтобы стать предпочтительным партнером для мировой атомной энергетики. Этот шаг – часть масштабного разворота Европы от российского урана. На фоне войны в Украине и санкций ЕС активно ищет альтернативу. И Казахстан, обладая одними из крупнейших запасов урана в мире, быстро заполняет нишу. Белорусские силовики открыли новый фронт против работников БелЖД. С марта в железнодорожной системе проходят тотальные проверки лояльности. У начальников станций и их замов забирают смартфоны и вскрывают их как консервные банки с помощью специальной российской программы «Мобильный криминалист».
По данным «Зеркала», эта программа – главный инструмент КГБ и других ведомств, который позволяет вытянуть из телефона буквально все, включая личные переписки, фото, доступы к облаку и даже удаленные сообщения. Раньше белорусские силовики пользовались израильским ПО, но после 2021 года те запретили им доступ, узнав, что технологии используют для преследования оппозиции и ЛГБТ. Теперь российский софт на замену, и он уже стал популярным настолько, что его изучают даже студенты Академии МВД. Программа поддерживает десятки тысяч моделей телефонов, умеет обходить пароли, использовать уязвимости и даже вскрывать Huawei через плату. Но в реальности все куда проще. Людей вызывают в КГБ на беседу и просто требуют код от телефона, а откажешься, могут быть последствия. КГБ уже давно охотится на телефоны, но сейчас новая волна. И у мобильного криминалиста для этого есть все. Доступ к более чем 700 приложениям, сотни облаков и даже методы вскрытия iPhone через агентов и Android через аппаратные лазейки. Живешь в Беларуси, храни телефон чистым как новый, а лучше не носи с собой ничего, что может быть истолковано как нелояльность. Джей Ди Венс сломал надежду молодых спортсменов, можно сказать, лишил их награды. Вице-президент США уронил трофей, принадлежащий футбольной команде чемпионов футбольной университетской лиги Университета штата Огайо. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.